Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Кавалеру ордена Ахтябша третьей степени, настоящему патриоту, заслуженному учителю Абхазии Элеоноре Казмиди исполнилось 87 лет. В Гудаутском центральном парке имени Ленина начался ремонт инфраструктуры. Вопросы ремонтно-восстановительных работ в Бедийском православном храме обсудил премьер-министр Александр Анкваб с духовенством Абхазской православной церкви. Сооружение нового технологически сложного большого каменного купола с учетом нынешнего состояния самого культового объекта может повлечь негативные для него последствия. С учетом различных подходов к решению обсуждаемого вопроса премьер-министр предложил представителям духовенства найти консенсус с уполномоченным органом охраны наследия и строителями для выработки согласованного решения. Как только это решение будет найдено, правительство примет его за основу, резюмировал Александр Анкваб. Союз партий и общественных организаций Абхазии выражает несогласие с заявлением оппозиционных организаций, в котором в утвердительной форме приводятся ложные сведения о деятельности руководства Республики Абхазия. В частности, распространение явно ложной информации о якобы проводимой президентом республики политике заселения Абхазии сотнями тысяч иностранных граждан. Такие заявления не только не соответствуют действительности, но и являются ярким примером распространения так называемого фейка, говорится в заявлении. Речь идет о манипулятивной технологии, когда высказывания главы государства дополняются вымыслами авторов заявления, а фактическая истина подменяется выдуманными утверждениями для достижения их политических целей, подчеркивается в документе. Точно так же известны и неоднократно озвученные объективные причины возникновения перебоев с ввозом топлива и вводом временных графиков отключения электроэнергии подменяются оценочными суждениями и домыслами авторов заявления, на основании которых они пытаются мобилизовать граждан на очередной митинг. Союз партий и общественных организаций Республики Абхазия считает необходимым подчеркнуть, что такого рода технологии неприемлемы в здоровом политическом процессе. Мы решительно осуждаем использование лжи и фальсификации. Союз партий и общественных организаций Абхазии призывает всех участников политпроцесса, включая оппозиционные партии, придерживаться принципов честности, открытости и уважения к фактам. Кавалеру ордена Ахтябша третьей степени, заслуженному учителю Абхазии Элеоноре Казмиди исполнилось 87 лет. Интеллигентная, мужественная и справедливая, она всегда отстаивала право абхазов говорить на родном языке, соблюдать традиции, развивать национальную культуру. Именно за эти принципы она не раз подвергалась гонениям. Наша съемочная группа поздравила Элеонору Павловну с днем рождения. Именинница рассказала много интересного из своей биографии о жизненном пути Элеоноры Казмиди в репортаже Щазины Ханагуа. Жизнь дается многим, а старость избранным. Элеоноре Казмиди 87 лет. С утра она принимает искренние поздравления от друзей. Отмечать не планирует, так как для нее день рождения – обычный день в году. Моя подруга Далила. Ну, почти никто не знает. Чем дольше живешь, тем меньше людей приходит к тебе. С этим надо считаться. Наверное, так это и бывает в жизни. Никакого фетиша не делаю. Но есть, у всех есть. Активный участник национально-освободительного движения абхазского народа. Гречанка по национальности Элеонора Казмиди родилась и выросла в Абхазии. С отличием окончила школу, консерваторию и Сухумский пединститут. Более 50 лет была педагогом по классу фортепиано в Сухумском музыкальном училище. Около 10 лет преподавала английский язык. И сегодня, в свои 87, Элеонора Павловна не теряет любознательности и тяги к знаниям. Умненькая, способная, яркая. Я писала стихи, я сочиняла музыку. Я стремилась развиваться сама. Отец, я помню, когда сначала я мучилась, очень трудно было после нашей школы попасть в консерваторию. И тогда брали деньги.
Отец не мог позволить, у него не было, он был обыкновенным шофером. Проходит время, я поступаю в консерваторию на заочное. Но я поехала, жила там работала, устроилась, потому что нужно было. И ходила на уроки, ходила на лекции кое-какие, ходила, те, которые мне нравились. Но попала я на урок английского языка. И мне учительница говорит, назовите алфавит. А я не знаю. Мне так стало стыдно. Вот, наверное, вот этот стимул от незнания. Я приехала домой, здесь наверху на горе жила прекрасная учительница, Дворянская Вера Павловна. Я сказала, мама, я хочу английский язык изучать. Вот у меня, видите, как получалось? И во многом вот так. Не знала, училась и познавала. Предки Казмиди бежали в Абхазию от геноцида греков в Турции и поселились в Сибильде. По ее словам, жили в Мрамбе до тех пор, пока Берия и Сталин не решили, что надо выслать греков в Казахстан. Элеонора Казмиди всегда считала справедливой борьбу абхазского народа за свободу, поэтому отстаивала права абхазов говорить на родном языке, соблюдать традиции и развивать национальную культуру. Именно за эту позицию Элеонора Казмиди не раз подвергалась гонениям. Своим принципам она осталась верна и во время Отечественной войны народа Абхазии. Очень тяжело. Вот здесь жили соседи, бенгрельцы или грузины, не знаю. Я вышла, они через окно сверху залезли, зная, что моя мама больная, не вставала. Да, она лежала, оставили записку. Там кое-что поломали мне, мы тебя убьем. Оставили записку. Здесь жили мингрельцы. И вот собрались, много их было здесь. Не знаю, человек 30-40. Вот там, во дворе. И решили меня судить. Как могли, меня оскорбляли, все сказали, чтобы я к абхазцам не приближалась и так далее. Все. И Ляля Маргани, моя соседка, она тогда прибежала была здесь. Она сказала, Эля, знаешь что? Ну вот ты слабая женщина, мама у тебя больная. Давай я тебе пришлю парня одного. Она его знала хорошо. Все-таки, говорит, как-то был мужчина в доме. Ну, вот в этой комнатке он и жил. Ну, как приходил, он Вайтгылера вел, какие-то записи вел, я не помню. Бумаги у него были. Элеоноре Казмиди было 55 лет, когда началась Отечественная война народа Абхазии. 5 сентября 1992 года Элеонору Казмиди арестовали и посадили в камеру, затем перевели в карцер. Женщину держали в ужасных условиях. Так она провела долгих 98 дней. Я уже была, понимаете, пятном. Вот в этом районе, и не только в районе. 5 сентября, это я запомнила, пришли с обыском. Я же вроде бы как враг грузинского народа. Пришли меня обыскать. А я идиотка. У него записи были. Мне надо было вот бросить туда. Ну, не сообразила. Все время прибегали боевики. Я не знаю, как это назвать. Но они были в военной форме и с ружьями. И вот так меня наставляли, и оскорбляли, кричали. Я там сидела. Потом вдруг я увидела, что дверца, в которую меня завели, замок открыт и ключик рядом. Ну, я не знаю, может быть, специально. Если бы кто-то мог бы туда ворваться, я взяла, закрыла, спрятала. Потом, когда появился какой-то там в чине, я сказала, возьмите этот ключ. Ну, может быть, они сделали специально, чтобы я побежала, но я не стала бежать, потому что это могло плохо закончиться. Я понимала. Мысль о том, что дома осталась тяжелобольная мама, помогла Элеоноре Павловне выдержать испытания и не сломаться. И мне приносили бумаги. Абхазцы очень много делали для того, чтобы меня вызволить из тюрьмы. Вплоть до того, что уже в самом конце, незадолго до того, как меня должны были выпустить, приехала сюда большая комиссия. И вдруг меня среди ночи вызывают. Это наши абхазцы добились. Захожу, их много,
то я смотрю лица, я уже привыкла, что на меня смотрят со злобой, с ненавистью. Ой, особенно был отвратителен следователь, тоже должна рассказать немножко о нем. А эти нормально. Тут же я набралась. Вы знаете, я вот молодец, за все время я не сдалась. Я когда увидела, что можно говорить, он говорит, расскажите. И я как пошла. По ее словам, грузинский журналист Саша Берулава предлагала ей сказать на телевидении, что это абхазы подожгли ее дом, но свалили на грузин. В общем, свалить на абхазцев. И меня выпустят. Но я очень хотела выйти, но я не согласилась. Был суд. Вот после суда мне дали год условно. За свою жизнь этой хрупкой женщине пришлось пережить много горя. И все эти испытания не прошли даром. Сегодня она часто жалуется на плохое самочувствие. У нее слабое сердце. Но своему принципу всегда помогать тем, кто в беде, она никогда не изменит. Шазина Ханагу, Рамо Камке, Абхазское телевидение. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба поздравил с днем рождения почетного гражданина Республики Абхазия, депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 1, 2 и 4 созывов, доктора юридических наук профессора Сергея Бабурина. Мы высоко ценим вашу неизменную позицию в вопросах укрепления государственности Республики Абхазия. Пусть государственное мышление и гражданское мужество и в дальнейшем способствуют вам в достижении поставленных целей, говорится в поздравительном адресе. Минкульт России готов и в дальнейшем оказывать поддержку и помощь в реставрации работ уцелевших при пожаре в здании Центрального выставочного зала. Об этом сказала министр культуры России Ольга Любимова в телефонном разговоре с ВРИО министра культуры Абхазии Динарой Смыр. Смыр поблагодарила Любимову за неоценимую и оперативную помощь, оказанную Абхазии в связи с утратой большей части фонда Национальной картинной галереи. Также обсудили ряд вопросов в сфере культуры и искусства на этот год. В Министерстве культуры Южной Осетии и во всех его подведомственных учреждениях объявлен сбор средств для оказания помощи культуре братской Абхазии. Художественный руководитель Государственного драматического театра имени Косты Хитагурова Тамерлан Зуцев выразил готовность передать Минкультуры Абхазии 2 картины абхазских художников в разное время, подаренных ему коллегами из Братской Республики. Мы с большим сожалением восприняли новость о пожаре в Национальной картинной галерее Абхазии, который уничтожил огромный пласт культурного наследия абхазского народа. Это огромная невосполнимая потеря для культуры нашей братской республики, для Республики Абхазия. Конечно же, в такой ситуации сложно и даже, наверное, невозможно говорить о компенсации потерь, которые понесла культура Абхазии. Однако мы не можем оставаться в стороне. Трудный период для нашей братской Абхазии, и Министерством культуры было принято решение открыть сбор помощи для культуры Абхазии. Наше решение практически сразу же поддержали все подведомственные организации Министерства культуры, а также деятели культуры, которые выразили готовность оказать помощь культуре братского государства. Республика Абхазия исторически является нашей братской республикой. Я думаю, что мы и в горе, и в радости всегда бываем вместе. И нужно, когда вот в такой сложной ситуации оказалась культура Абхазии, нужно обязательно поддержать наших братьев. Минкульт Абхазии объявил о сборе пожертвований для Национальной картинной галереи. В Министерство культуры обращаются неравнодушные граждане, готовые оказать содействие в приобретении предметов искусства для восполнения фондов картинной галереи, в связи с чем и было принято данное решение. Мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто проявит инициативу в деле восстановления культурного достояния нашей республики, сообщает пресс-служба министерства.
А 6 февраля в Абхазской государственной филармонии состоится благотворительный концерт с участием мастеров искусств Абхазии. В филармонии в день концерта будут установлены ящики для сбора пожертвований. Все собранные средства будут направлены на поддержку пополнения предметами искусства фонда Национальной картинной галереи. Задержан гражданин России, которому вменяется незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств. Подробности в оперативной съемке МВД. Гражданину Российской Федерации 2004 года рождения Халдорову Хсону Бахадуровичу вменяется преступление, предусмотренное пунктом В, частью 3, статьей 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, а именно незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств путем так называемых тайных закладок. Последний задержан в результате реализованной оперативной информации с сотрудниками УКОН МВД Абхазии. В ходе личного досмотра задержанного в барсетке были обнаружены изъяты заизолированные свертки с белым порошкообразным веществом внутри в количестве 83 штук, 2 изоленты синего цвета, личные документы на его имя, 2 банковские карты ВТБ и Тинькофф. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении подозреваемого Халдорова, установлено, что последний занимается распространением наркотических средств путем так называемых тайных закладок и готов указать на их места. Так, в городе Сухум по улице Эшба, первый тупик, в одном из участков местности было обнаружено изъято 4 аналогично заизолированных свертка со светлым веществом внутри, как пояснил задержанный, метадон. Все обнаруженное было изъято и направлено на исследование в ЭКЦ МВД Республики Абхазия, где установлено, что общая масса наркотического средства метадон, изъятого у Халдорова, а также обнаруженного в местах сделанных им тайных закладок, составила 70,355 тысячных граммов. Решением суда города Сухум на время предварительного расследования гражданин Халдоров заключен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование проводит Следственное управление МВД Республики Абхазия. 1 февраля с полуночи до 24 часов будет прекращена подача воды в новом районе, старом поселке по улице Адыгейская, в Нагорной и центральной частях города, в районах Вьема и Маяка. Как сообщает водоканал, отключение связано с ремонтными работами. Гудаутский центральный парк имени Ленина является излюбленным местом отдыха как для местных жителей, так и для гостей республики. В последние 2 года парк преобразился. Раньше здесь был забор, который убрали. Очистили территорию, и теперь парк сливается с городом. Также уложили брусчатку, установили лавочки. На выполнение всех работ из местного бюджета было выделено около 5 миллионов рублей. На сегодняшний день занимаются работами по освещению парка. Стоит отметить, что плафоны, которые будут устанавливать в парке, были подарены местным предпринимателям, выходцам из Гудауты. Парк является одной из достопримечательностей нашего города. В парке, как нам всем известно, уложена новая плитка. В данное время проводятся работы по прокладке электропровода, потому что парк и зимой, и летом посещают много жителей нашего города и гостей. Для комфортного времяпроведения в парке устанавливается новое освещение. Было закуплено 80 столбов освещения. Более 1000 метров будет проложено электрического кабеля. Работы продолжаются, и в ближайшее время парк будет сдан. Люди с удовольствием будут проводить в парке время. Наши гости с удовольствием будут посещать. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 1 февраля, на территории Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 1-4, днем 5-10 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Амшаушара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.